На повестке заседания Политсовета политической партии Айтейра 3 вопроса. Один из них – предстоящие выборы в Народное собрание и подготовка к ним. Согласно закону, политические партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех округах и поддерживать тех, кто сам выдвигается. Председатель партии Леонид Лакербая призвал соратников принять активное участие в обсуждении кандидатур, которые достойно смогут представить партию в парламенте. Я, естественно, больше ни в какой парламент не иду. Значит, это просто смешно идти человеку, который уже будет 81 год. Значит, это первое. И второе, значит, у нас есть наш актив, этот Александр Анкваб. Значит, ждем его слова, как он отреагирует. Ну, естественно, если он будет идти, станем рядом. Тут, я думаю, нет у нас никаких вопросов. Далее на повестке дня вопрос подписания обновленного соглашения с политической партией Амцахара. Договор о сотрудничестве между двумя партиями был подписан еще в 2020 году и действует без ограничения по сроку. К слову сказать, у Амцахара и Айтейра давний союз еще с 2004 года. Партии придерживаются одного политического курса и оказывают взаимную поддержку. Предложение обновить соглашение поступило от партии Амцахара, и Айтейра поддержала инициативу, добавив несколько пунктов в текст договора. К примеру, формирование общей позиции, публичная поддержка инициатив, правомерных действий, законных решений президента и органов власти. То есть не то, что вот яр хаззаги хакшахату. Если мы считаем, что это правомерно, что это в интересах, значит, нашего народа, нашего государства, мы будем оказывать поддержку. И укрепление российско-абхазского сотрудничества. Я хочу этот пункт особо прописать, потому что и нам нельзя допускать никаких моментов, которые могут подставить под сомнение российско-абхазское сотрудничество. Как известно, руководитель партии Айтейра Леонид Лакербая является и руководителем благотворительного фонда «Помним», который занимается вопросами добровольцев. Организация уже провела много мероприятий по данному вопросу, но не сумела добиться одного – открытия памятника добровольцам в парке боевой славы в Сухуми. Третий вопрос был посвящен этому. С 2012 года в Абхазии 15 августа отмечают День добровольца. Но этого мало, если брать во внимание их вклад в победу. С учетом того, что Генеральная ассамблея ООН объявила 2026 Международным годом добровольцев, по словам Лакербая, самое время решить этот вопрос. Я смотрел интервью нашего президента, значит, одному из журналистов, когда было сказано, что одна из организаций ветеранов предлагает установить памятник, значит, участникам специальной военной операции. Президент это поддержал. Меня, честно говоря, это задело. В каком плане задело? Я не против памятника тем, кто участвует в СВО. Но мне просто было обидно, что те же ветеранские организации ни разу не поддержали, когда мы говорили о том, что надо в городе Сухум иметь памятник добровольцам. И мы до сих пор в столице не имеем этого памятника. И я считаю, что мы должны этот вопрос поставить перед нашим руководством, если хотите, жестко и четко. В парке Славы должно быть место, где должен быть памятник добровольцам. Леонид Лакербай озвучил еще несколько инициатив. К примеру, посетить все могилы добровольцев на территории Абхазии и облагородить их. По предварительным данным, по Северному Кавказу более 30 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии сейчас принимают участие в специальной военной операции. Фонд «Помним» планирует посетить таких добровольцев. Первым в списке Мурат Жиров из Черкесска. Он 20-летним парнем воевал в Абхазии и сейчас участник СВО, где получил тяжелое ранение и периодически находится на лечении в госпитале. Президент Абхазии Бадра Гумба уже поддержал данную инициативу. И еще одно. Фонд «Помним» предлагает обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой о присвоении добровольцам нашей войны статуса участников боевых действий. Я вот поднял этот российский закон о ветеранах. И здесь этот ветеран боевых действий – это особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Ну, извините, эти ребята воевали, они шли сюда не с какой-то политической целью, но на самом деле они воевали в интересах России. Потому что в противном случае, если бы не было этого, если бы не была одержана та победа, которая была, граница между НАТО и Россией давно была бы паритет СОУ. И вот я считаю, что
мы можем и должны поставить этот вопрос. Члены Политсовета высказали свои замечания по всем инициативам, озвученным на заседании, и единогласно проголосовали за внесенные предложения. Эсма Джикерба, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.